Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в Национальной библиотеке Чувашской Республики. Сегодня мы запускаем цикл лекций по истории города Чебоксары, молодая столица Чувашии. Позвольте представить нашего лектора, дизайнер, краевед Алексей Киров. Алексей, вам слово. Добрый вечер. Для меня это очень неожиданный и непривычный формат. Даже не знаю, куда смотреть. Я сейчас выйду из кадра и подойду, собственно говоря, к монитору. Так что я поздороваюсь и пойду на рабочее место. Маленькое вводное слово. Собственно, почему название лекции такое? Меня слышно? Очень хорошо. Почему лекция называется «Молодая столица Чувашии»? Почему такие года? Собственно, сегодня у нас первая часть, 20-е и 25-е годы. И, собственно, что привело меня к тому, чтобы вообще эту тему как-то затронуть. Так, сейчас, подождите. В 2019 году мы отмечали 550-летие Чебоксар. Дата такая спорная, прям так скажем. Есть гораздо менее спорная дата. В 2020 году было 100 лет Чебоксарам как столице Чувашской автономии. И именно к этой дате я хочу привязать, собственно говоря, цикл лекций. Часть первая с 20 по 25 год. Часть вторая будет, соответственно, с 26 по 30, и часть третья с 31 по 35. То есть вот первые 15 лет жизни молодой столицы нашей республики. Что бы хотел сказать? То есть такая как бы идея школа тотальной истории. Еще по-другому ее называют французская историческая школа журнала «Анналы». Она говорит о том, что нельзя историю рассказывать и показывать в отрыве от повседневности. Нельзя как-то вот просто, допустим, рассказывать про пленарные заседания съездов, которые, конечно, повлияли на нашу историю, и не затрагивать простую такую бытийную часть. То есть как жили горожане, как жил город, не знаю, мастились ли улицы, ездили ли автобусы, и вообще было ли холодно или тепло. Потому что на самом деле все это в совокупности влияет на исторический процесс. И вот, собственно говоря, как бы следуя такой красивой идее, мне хочется начать этот цикл. Итак, представьте себе 1920 год. То есть сказать, конечно, легко, а сделать это очень сложно, потому что наш текущий 2021 отличается разительно от того, собственно говоря, что было тогда. Ну, постараемся это сделать. Итак, 1920 год. В самом начале 2020 года Чебоксары – это маленький уездный город Казанской губернии Российской Социалистической Федеративной Республики. Так, у нас работает. Включите, пожалуйста. Население Чебоксар примерно 6 тысяч жителей. Так, куда тут? Сюда. Специально показываю фотографию не 2020 года, потому что 2020 года, честно говоря, и фотографии мне не встречалось. Это примерно где-то до 1907 года. Фотография довольно редкая, найдена она сравнительно, ну как найдена, она, конечно, всегда была, просто как бы в наши руки попала сравнительно недавно. Это примерно 1907 год. Чебоксары во всей своей такой уездной тихой красоте. Если я буду показывать, это кому-то будет видно или нет? То есть какой-то... То есть надо говорить в левом углу, в правом углу. Понятно. Тут мы что видим? Мы видим каскад знаменитых чебоксарских
церквей. Для такого маленького города их было чересчур много. Это говорили все, и все отмечали, что это, наверное, главная достопримечательность этого города. А, собственно, вот видна Чебоксарская такая низина. Это получается устье реки Чебоксарки. Она проплывает там проходит по верхнему правому углу картины и впадает, собственно, устье у нее в крайнем левом углу. Собственно, впадает, конечно, в Волгу. Ниже есть река Кайболка. И вот, собственно говоря, в такой междуречии у нас и расположен город Чебоксары. Сейчас город Чебоксары, не знаю, в 10, а то в 15 раз больше, поэтому уже не так это воспринимается. Раньше он, собственно, весь был расположен в этой небольшой ложбинке. Итак, давайте представим себе 1920 год. Ну вот, в частности, это тоже 1913 год, знаменитая картина Бычкова на ярмарке. Это так уж, грубо говоря, раскрасить эту фотографию. Итак, в начале 20 года Чебоксары – уездный город Казанской губернии Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. То есть РСФСР первые свои 5 лет существования он расшифровался и именно так, точнее она, республика. То есть именно слово «социалистический» стоялось перед словом «федеративный». Позже, наоборот, начали говорить «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика». На самом деле лидеры чувашского национального движения еще с начала века, и особенно усилили в 17 и в 18 и в 19 году, очень стремились к чувашской автономии. Было куча проектов, было куча прений. И такой последний проект, с которым поехали в Москву, был проект Чувашской трудовой коммуны. Здесь вот, конечно, очень условно видно границы этой коммуны, но Чебоксары, на самом деле, где-то вот здесь, давайте я буду присутствующим говорить, а столица трудовой коммуны планировалась сделать в городе Канаш, который в то время была просто станция Шихраны. Вот такие были желания, то есть специально Симбирск оставили как бы в стороне, потому что понимали, что город Симбирск, наверное, не отдадут. Город Симбирск все-таки русский город, и как бы там чувашей практически нет. И с этим проектом он был утвержден в начале февраля 2020 года, поехали в Москву, то есть как бы его защищать, условно говоря, в Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР, который тогда возглавлял никто иной, как Иосиф Виссарионович Сталин. Прений было очень много, собственно, обсуждалось все это дело. И в итоге приняли вариант, который как бы вообще не был похож на Чебоксарскую трудовую коммуну. И назвали его, как мы все знаем, Чувашская автономная область. Это вот такая программная, очень такая красивая, такая мифическая и, не знаю, парадная картина того, как это могло происходить. На картине мы видим, это знаменитая картина Николая Васильевича Овчинникова. Мы видим, собственно говоря, некий такой символический момент передачи декрета о создании Чувашской автономной области. Кстати, тогда говорили автономная Чувашская область. И чаще всего назвали ее именно так. Ачо, а не Чау. Но это не ладно. Здесь есть вот вторая картина, второй вариант картины, где немножко как бы переиграна символическая роль Сталина, в частности. Его тут просто нет. А на эту картину как бы есть. Сталина там как бы и не было. То есть документ подписывал сидящий Калинин, Ленин. И, собственно говоря, секретарем был Янакидзе, который стоит, видимо, за Лениным. Здесь дальше какая-то очень такая представительная группа чувашских людей. То есть есть даже женщина. Надо посмотреть, что в более поздней картине она вообще одета в национальную одежду. Это добавляет, добрый день, символизма. То есть есть некий условный такой крестьянин, такой представитель крестьянского народа чувашского. Есть даже солдат, есть еще какая-то интеллигенция, какие-то неузнаваемые люди. На самом деле там был Данил Семенович Шельмей. Он выглядел немножко не так. По идее, он, если уж это дело происходило, должен был пожимать руку. Я не знаю, кому там. Точно не Сталину, наверное, Ленину. Ну,
имеем то, что имеем. И на самом деле в идейном плане это очень как бы показательная картина. Особенно интересная картина, вот эта маленькая, я не знаю, я не нашел его в хорошем качестве, поэтому сделал ее маленькой, чтобы хотел просто сказать. А так здесь видно, что они склонились как бы друг к другу. И это вот такой некий символ равенства, паритета. И Сталин как бы вытянулся. И, соответственно, некий мужчина, олицетворяющий чувашский народ. Итак, вот, собственно, этот судьбоносный документ, постановление Всероссийского Центрального исполнительного комитета, подписано Лениным, как я говорил, Калининым, Юникидзе. И, собственно говоря, нас в этом документе интересует только вот одна строчка, один абзац. Образовать автономную Чувашскую область как часть Российской Социалистической Федеративной Советской Республики с административным центром Чебоксары, зачеркнуто на Чебоксарах, в состав кое включить. Кстати, по пометке говорят, что самого Ленина. И, собственно говоря, этот документ подписан 22 июня. 24 июня, то есть тот праздник, который мы празднуем, это вот день принятия декрета на основании этого постановления. То есть фактически рождение как бы 22 июня. Тут такая интересная красивая картинка, как мужчина смотрит, снял какие-то вот очки и смотрит это постановление. Где-то вот книги я нашел. Вот, что нам тут интересно? Ну, надо сказать, что судьба Чебоксар решалась не в Чебоксарах. То есть она решалась как бы в Казани, где было принято решение о создании автономии и Чувашской трудовой коммуны. Садитесь, пожалуйста, ближе. Мне было очень приятно. Так я вас не вижу, да? Ну и, собственно говоря, решалось в Москве, где принято было судьбоносное решение. Само принятие и назначение, точнее, Чебоксара административным центром, это скорее более такая случайная вещь. Это очень часто бывает в истории, нежели закономерно. Чебоксары не самым лучшим образом годился на роль даже административного центра довольно крупного образования. Главная проблема была в его транспортной доступности. Чебоксары неплохо, как бы можно было доехать летом по Волге, и совершенно непонятно, как доезжать к нему зимой, потому что ближайшая железная дорога у нас, собственно говоря, проходила через Канаш и уходила в сторону Казани. И это была довольно большая проблема, и ее удалось решить только, забегая вперед, в 1938 году, то есть еще целых 18 лет спустя. Поэтому это уже как бы первая причина, потому что не лучший выбор. Во-вторых, что Чебоксары был маленький город, там проживало всего лишь около 6 тысяч населения к этому времени. Там, собственно говоря, не было недостаточно ни жилфонда, ни каких-либо серьезных таких общественных зданий, где могли бы работать соответствующие областные институты. Вот. Но тогда надо сказать, что люди о таких мелочах не думали и думали, что все мы построим, все мы сделаем. И на самом деле им это прекрасно удалось. И вот как раз эту историю, первых 15 лет, будем мы год за годом подробно рассматривать. Итак, как бы впервые на территории, собственно говоря, Чувашии узнали о том, что существует, образовалась, точнее, такая Чувашская автономия, Чувашская автономная область 6 июля 2020 года из газеты «Канаш». Газета «Канаш» – это, собственно говоря, продолжатель чувашской газеты «Хыбар». Она тогда выпускалась в Казани. И, собственно говоря, надо понять, что между 24 числа и 6 июня прошло какое-то время. То есть жизнь была медленней, информация доходила еще медленней. Собственно говоря, вот то, что было, то было. Сам Ильмень приехал в Чебоксары, он ехал пароходом сначала в Казань 5-го, потом 6-го он оказался, собственно говоря, в Чебоксарах, чтобы наконец сказать, что, ребята, вы, на секундочку, административный центр Чувашской автономной области. Собственно, это и было сделано. По этому поводу есть две картины. Хочется верить, что Никита Кузьмич Сверчков присутствовал на этом знаменательном событии, потому что ему, в принципе, было, уже он был молодым человеком, то есть он вполне мог там присутствовать. Написал картину он к 15-летию республики в 1935 году.
ну, так, сильным по памяти, потому что более позднее повторение 1963 года, оно на самом деле рисует более точную такую географическую картину происходящего. Здесь мы хотя бы можем угадать, что это дело происходит на Красной площади, бывшей базарной, потому что там вот дальше видно, собственно говоря, некий храм, подозреваю, что это Успенский храм, ну и, собственно говоря, видны как бы ряды торговые. То есть вполне могло быть такое, что там соорудили по-быстрому трибуну, обвешивали все красными флагами и произнесли горячую речь о том, что будем жить по-новому и гораздо лучше. Так. Учредили газету «Известия» революционного комитета автономной Чувашской области, которая уже 11 числа как бы на русском языке объявила на весь свет, что да здравствует автономная Чувашская область. Это 11 июля. Здесь как бы газета замята, поэтому иногда кажется, что это 1 июля. Нет, это 11. Если ее растащить, так будет и видно. Я ее видел живьем. Фотография моя. Собственно, вот, касается того, что получилось как бы. То есть про тот проект там забыли практически сразу, сделали то, что, в общем, отрезали то, что осталось. На самом деле, в мае 2020 года была организована Татарская автономная Советская Социалистическая Республика. И на какое-то время, собственно говоря, до 24 июня, статус Чебоксара вообще подвис как бы. Хотели Чебоксар вместе со всем уездом отдать Нижегородской области. И тут вот как раз наши лидеры Чувашского национального движения активно просто заверещали, сказали, что ребята, ну уже вот давайте, потому что ну куда в Нижний Новгород? И тогда, вот, собственно, я так думаю, что довольно спешно был решен такой проект. Сделали очень просто. Взяли 3 бывших уезда Казанской губернии, соединили в одно и объявили Чебоксар, собственно, административным центром. Туда вошел Чебоксарский уезд, Цивильский уезд и, собственно говоря, Ядринский уезд, который потом разделили собственно говоря, еще на Батревский и, собственно, вот еще выделили его частично Батревский. Там часть властей, конечно, отошла не только из Казанской губернии, но и из Семирской губернии. Надо сказать то, что буквально сразу после того, как приняли решение о таком территориальном делении, пошли как бы запросы у нашего руководства, что давайте добавим площади, давайте сделаем как-то по-другому, потому что много чувашских деревень осталось как бы за пределами этого образования. Поскольку автономная Чувашская область была всего лишь областью, то есть не таким полугосударственным образованием, то флага и герба ему не полагалось, и, собственно, оно жило под гербом и флагом РСФСР. На тот момент, вот на конец июня, вот они выглядели именно так. Буквально через месяц изменится и герб, и флаг. Ревком, собственно говоря, это главный орган, который должен был выбрать все остальные, породить собой все остальные и прежде всего назначить некое учредительное собрание. Разместился в этом, сейчас, кстати, не так сильно узнаваемом, а вообще довольно-таки известном доме. Сейчас там располагает Чувашский национальный конгресс, а тогда это, собственно говоря, дом, который все в городе знали как дом Николая Ефремова, сына Прокопия Ефремова. Он... Нет, это ЗАГС, да. Ой, кем он только не был. Он даже в детский сад не успел побывать в 60-х годах. То есть на тот момент это вот ревком. Вот есть такая очень известная фотография, собственно, сидит в центре Ильмень. Это вот заседание ревкома. Эта фотография более поздняя, там 29-го года. На самом деле там практически все было так, за исключением того, что, наверное, не знаю, трава поменьше, да деревья пониже. Так. Проходит какое-то время, то есть и где-то в августе Ильмень выдает на очередном заседании некие такие тезисы. Я их условно называю, никто их так не называет, в историографии их так не называют. Они имеют просто прямое отношение к судьбе Чебоксар, поэтому я их называю так вот торжественно тезисы Ильмени. Это вот новая табличка, которая висит на ревкоме, которую повесили буквально там несколько месяцев назад. И, собственно, вот 7 тезисов Ильмени. Я, с вашего разрешения, как бы прокомментирую каждый из них.
То есть первое, на Красной площади построить крестьянский дом. Сделали чуть-чуть, как бы, ну, с 28 года успели сделать. Второе, в саду 1 мая поставить памятник вознаменования объявления автономной Чувашской области. Как бы сад-то тоже был какое-то время, но довольно быстро его не стало. Нет никаких нормальных фотографий этого сада. Я единственное видел его с аэрофотоснимки этого сада. Памятник вознаменования поставили, ну, условно говоря, в 24 году. Хотя было несколько проектов, сейчас покажу. Третье, учредить в городе Чебоксарах государственный университет. С этим пришлось возиться особо долго, сделали только в 1967 году. Ну, сделали. Четвертое, учредить в городе Чебоксаров Чувашский государственный театр. Сделали и довольно быстро. В 2021 году уже его, собственно говоря, учредили. Самое интересное, что как бы театр тогда интересовал людей, не знаю, 5-м пунктом после университета. Там. Пятое, соединить железнодорожную линию областной центр с узловой станцией Шихранами. Это как бы, ну, жизненно важно было. Сделали к 1938 году. Станцию Шихран переименовать в Канаш, собственно, сделали. И линию дороги Чебоксары-Канаш назвать линией коммуны. Я нигде не встречал, чтобы ее так называли. Тогда вот тема коммуны уже 1938 года перестала быть столь актуальной. Я думаю, мало кто вообще помнил про те идеи. Поэтому вот единственный 7-й пункт не сделали. То есть у нас, по-моему, сейчас называется участок Горской железнодорожной, как-то вот так вот. Итак, вот это есть фотография, вроде как говорится, что она 20-го года. Я охотно верю, что она 20-го года. Здесь происходит какой-то, ну, в общем, Ильмень. Ильмень легко узнается на всех фотографиях, у него очень характерная такая внешность, его эти усики под носом. То есть он как бы узнается. Он закладывает какой-то камень, то есть и вроде говорится, что, собственно, памятников в честь объявления автономии. Это проект памятника более поздний, какого-то 23-го года, судя по всему, по надписям. И как бы его, ну, такой не поставили. То есть, конечно, было видно, что хотели некую трибуну и некий такой, как у нас принято называть, архитектурную доминанту поставить где-то в городе, поскольку памятников не было ни одного в городе к тому времени. Точнее, еще ни одного. Так. Дальше происходит, как бы интересно, происходит всероссийская перепись населения. Это где-то примерно в сентябре она происходила. И вот это впервые в Российской, собственно говоря, Федерации была сделана очень важная вещь. Всех переписать, всех посчитать, всех узнать. Там, кстати, довольно острый стоял вопрос о национальности. То есть было узнано сколько и чего. И мы, собственно, имеем довольно точно такие характеристики, что происходит. Какой количественный состав людей вообще был в Чувашской автономной области, в Чебоксарах в частности. И, собственно, вот точные цифры, которые пойдут дальше, это, собственно говоря, все благодаря таким точным переписям. Здесь вот интересный очень документ, это такой некий пиар-акт от Владимира Ильича Ленина. Он заполнил вот этот личный листок, находясь в поезде в Твери, и написал, что я тут временно. И там интересно он написал, что я там русский, родился не тут, и мужчина, 50 лет, и работаю где-то. И потом вот еще некий автограф дал. Вот такой хороший документ. Вот. Дальше, значит, мы просто начинаем говорить о том, что вообще происходило в городе Чебоксарах. И в 2020 году, 12 ноября, была организована очень важная вещь. Это Чувашское отделение Чувашского государственного издательства, ЧувашГИС. Типография его, собственно, находилась в этом доме, который сохранился сейчас. Сейчас он выглядит вот так вот, Константина Иванова, 20. Это так называемый арестный дом, то есть он еще второй половины 19 века. Тогда эта фотография тоже довольно поздняя, 30-го года. Ну, наверное, примерно так он тогда и выглядел. Собственно, там написано вывеска, что типография, какие-то непонятные там доски и прочее, такой какой-то рабочий процесс, что-то строить, что-то делать. Здесь уже видно возведенная в 30-м году первая поликлиника. Тогда, конечно, в 20-м году ничего этого не было. Но тут вот видно еще здание, о котором я чуть позже скажу. Вот. Это очень большое имело значение, потому что как бы понимали, что пропаганда и как бы правильное объяснение народу, что вообще происходит, очень важная вещь. Соответственно, первым делом учредили там театр, первым делом сделали издательство, ну и, собственно говоря, сейчас мы будем дальше смотреть. Вот это, собственно, сам первый съезд Советов автономной Чувашской области, ноябрь 2020 года.
Эта фотография интересна тем, что буквально недавно, наверное, года 2 или 3 назад, довольно такое серьезное обоснование было доказано, что этот молодой человек – это Михаил Сеспель. Немного спорно, потому что лицо как бы Сеспеля не то, чтобы оно сильно примелькавшееся. У нас буквально там несколько фотографий осталось. Ну, вот, что есть, то есть. Вот он стоит тут. Видно, что дело происходило уже зимой. Ельмень сидит, где он там, вон прям по центру. Он такой вот, всегда как будто бы мрачный. Все знает. Это был очень такой важный съезд. Тут, грубо говоря, были избраны главные такие государственные органы области. Как бы все делали практически с нуля, потому что ничего этого не было. То есть это надо было как-то быстро зародить и вообще наполнить людьми. Кадровый голод вообще был большой проблемой. И об этом говорил в том числе и Ильмень, то что лучше бы, конечно, в Симбирске, там хоть народу побольше, а в Чебоксарах там как бы нет никого. Ну, вопрос как-то решали житейский. Собственно говоря, начинается 21 год. Вот мы знаем точное количество 6019 жителей на 1 января 2021 года. Я так думаю, что это как раз результаты той самой переписи. Это вот для антуража я как бы привел календарь. То есть он прям вот тот, аутентичный. Интересно в том, что до 40-го года мы вместе со всем, собственно говоря, христианским миром начинали. У нас первый день недели был воскресенье. Давайте я еще немного расскажу, как такая маленькая вставочка по поводу того, что какие праздники отмечались в Советской России и в Советской Чувашии в частности. То есть надо сказать, что у праздников были некие революционные дни, они так назывались. То есть там, ну, к примеру, то есть, сейчас я скажу. Ну, понятно, 1 января Новый год отмечался, как ни странно. 22 января день революции 1905 года, он прям так назывался, день 9 января 1905 года, хотя отмечался 22 января. Тогда как-то очень спокойно вот считали, то есть эти 13 потерянных дней, ну и, собственно, Октябрьская революция отмечается 7-го, 9 января отмечается 22-го, как-то, видать, спокойно с этим жили. 12 марта отмечалось низвержение самодержавия, мы этот праздник уже не то что вообще не помним. 18 марта еще более экзотический праздник, День Парижской коммуны. Заметьте, 8 марта не отмечали. 1 мая День Интернационала, собственно, тогда он так назывался, потом уже его начали переименовывать. Ну и, собственно, 7 января День Пролетарской революции. Но, кроме всего прочего, есть такая вещь, вот, собственно, в жизни, как инерция. То есть нельзя вот так сказать, так, ребята, все, Пасху отмечать не будем, будем отмечать День Парижской коммуны. То есть попробуй объясни крестьянам, что такое Парижская коммуна и зачем мы должны вместо Пасхи ее отмечать. Поэтому было решено, что вот эти вот есть некие государственные праздники, а есть праздник, который мы вам, местным властям, даем на откуп. Отмечайте их хоть Песах там, честное слово. Ну просто вот как бы имейте в виду, что мы к этому не имеем отношения, это некое ваше там региональное, там, местное право. И поэтому, если вот посмотреть как бы по порядку, спокойно отмечали, то есть зачем мы могли отметить День революции, а потом Рождество, или Крещение, или Благовещение, или Пасху, или Вознесение, или 26 июня Духов день, к примеру, или 19 августа Преображение Господне, а 28 Успение Господне. И это все вот так перемежалось. То есть революционный праздник и Пасха. Все хорошо. С этим начали бороться с Пасхой, собственно говоря, уже ближе к 30-м годам, когда пошло и гонение на религийные и на церковь. Ну, тут вот как-то все уживалось. И поэтому, собственно, вот, календарь, конечно, взят, ну, явно дело не в Чебоксарах, но есть такое ощущение, что революции ничего и не было. Единственное, выдает серп и молот и герб. Вот такая краткая вставочка про революционные праздники. Очень важное решение было, собственно, принято в феврале, тут написано 13 февраля, но мы отмечаем 12 февраля 2021 года, был открыт Центральный Чувашский музей. Собственно, вот в этом здании. Это как раз вот здание, сейчас оно здание музейно-выставочного центра. В народе оно больше известно как музей Ленина. Или мы как-то стараемся, краеведы, сказать, что надо вроде его называть дом Прокопия Ефремова. Здание
легко узнаваемое, оно 1884 года, но статус, как бы, защитный статус она получила лишь по одному факту, что в 19 году там выступала Крупская. Собственно, его это здание не сломано в ноль, чисто из-за того, что когда-то там выступала Крупская перед кем-то там, я что-то не очень знаю. Тут вот очень интересно, это вставочка из «Известий», но то ли ошибка, то ли какое-то пророчество у них. Но тут написано, что не Центральный Чувашский музей открылся, как он действительно назывался, а написано «Чувашский национальный музей». Как будто бы они знали, что мы переименуем много лет после его именно так. Вот. Я хочу показать вам немножко как бы внутри, что происходило. То есть вот в 4 комнатах этого большого довольно-таки дома музейщики попросили его целиком, они написали там подробную, не знаю, экспликацию, как все должно быть. Но им сказали: не, ребят, и так зданий мало, давайте-ка вот займите 2-й этаж и хватит. Ну, они разместили очень плотно, так вот сделали экспозицию. Собственно, тут есть вот все палеолит, неолит, бронзовый век, там, не знаю, вон они, и всякие горшки, ложки, и вышивка, там, и все прочее. Эта картинка сегодня привела к неожиданному, ну, такому, я считаю, довольно сенсационному открытию. Просто она у меня в хорошем качестве, я вот ее как бы развернул полностью и начал разглядывать. И оказалось, что вот эта вот не сильно вообще видимая картина, это не что иное, как гравюра Чебоксар 1769 года. Ну, как бы вы скажете, ну и что, она же 1769 года, как это может не быть? Конечно, все хорошо, но все знают, что у нас эта гравюра появилась в 70-х годах. То есть она до этого хранилась, не знаю, там, чуть не в Питере, и в Чебоксарах она появилась тогда. Но эта фотография, собственно, дает нам явно понять, что эта гравюра была тут в начале 20-х годов. И это сейчас предмет, вот мы сегодня срочно начали там переписываться, давайте посмотрим списки, а может мы ее пропустили, еще что-то. И это стало очень интересно. Там вот просто мы ее чистили, восстанавливали, поэтому я ее, не знаю, как там, песню узнать с 3 нот. Вот я вот как посмотрел на эту часть, подумал, да это же парусник тут. Ну вот действительно, видите, он там угадывается. То есть это вот, это точно она. Единственный вопрос, то есть откуда она там, что это вообще. Вот такая маленькая сенсация именно сегодня. Это очень известная фотография, она висит в огромном виде прямо во всю стену в музее Сеспеля, который расположен у нас, кто не знает, все знают, на заливе, в бывшем Дворце труда. Это заседание общества изучения, открытие общества изучения местного края 17 апреля 2021 года. Тут опять же эта картина, точнее фотография, прежде всего известна тем, что тут есть Сеспель. Вот он стоит, держит папочку. То есть это вот прям точно доказано. И тут Сеспель настоящий. Там под вопросом еще. А тут вот он. Он вообще недолго прожил в Чебоксарах. Поэтому, ну, так, сверкнул в истории Чебоксар. Видно, что тут большое количество народа высыпало на улице, чтобы сфотографировать. Какой-то очень погожий апрельский денек, потому что все довольно легко одеты. Нас прежде всего интересует вот это здание. Сбоку справа это бывший мочальный склад, который был переоборудован под Чувашский государственный театр. Собственно говоря, вот тут его немного раньше и открыли, сейчас я там отмотаю, у меня тут какой-то порядок немножко. На заднем плане мы видим очень характерную такую архитектурную часть, это Крестовоздвиженская церковь 1708, по-моему, года. Тоже начало 18 века. У нас все церкви очень древние, поэтому и были те, которые остались. Так, вот тут видно, собственно говоря, кстати, вот наш Люмень сидит в кепочке. В этой фотографии нашелся двойник. То есть вот все эти люди раз и оказались внутри этого здания. То есть такое бывает, ну потому что они совершенно из разных архивов и прочих, такое бывает довольно редко. Обычно фотографии конкретного события, они вот так вот друг за другом идут. А это вот как бы нам удалось доказать, что вот эта фотография, это, собственно, та, только вот внутри. Там, вот, в частности, вот эта женщина, она сидит с ожерельем, там, она такой же на той фотографии. Опять же, Ильмень совершенно такой же одежде. Ну и вообще там угадываются некоторые люди.
Вот, это такая очень важная такая была вещь в обществе открытия изучения, общество изучения местного края. Это такое, вообще на общем национальном подъеме было крайне важная вещь. То есть все бросились изучать свое родное, всем как бы в какой-то веке это стало, во-первых, не просто даже как зазорно, а наоборот это почетно. И вообще это такой всплеск и ренессанс вообще всего, что можно ожидать. Видно тут, собственно говоря, интерьеры этого театра. Надо сказать, что здание было абсолютно никак не подготовлено к театральной деятельности. То есть это склад. Здесь вообще сохранилось какое-то, там, не знаю, мочало. То есть надо, чтобы просто лежало что-то не сильно, не сразу сгнило. Поэтому там эти актеры говорили, что стены покрываются инеем зимой, что страшно холодно, все сидят в шубах. Но все равно там давали, будь здоров, какое количество у них было. Там очень плотный был репертуар у них. Вот. Видно, что тут несколько гаванок, то есть они, видать, как-то пытались там все-таки все это отопить. Его 100 раз перестраивали, там потом достроили некий балкон там, и все прочее. То есть это такое здание было, которое проще было заново с нуля сделать, ну, возились с ним. Ну, потому что как бы оно хотя бы было. Вот. Тут вот фотография с трибуны как бы. Вот оно немного с другого ракурса. Тут вот виден некий деревянный вход, тут тоже что-то было. Там, ну, то есть оно прям... Там надо сказать, что вот свалка перед ним, она была чуть ли не там до 40-х годов. И все писали, ну давайте же в какой-то веке сделаем нормальный сквер перед театром, нельзя же так. И в итоге там, не дожидаясь конца войны, в 1944 году, наконец-то здесь разбили там красивый сад. Я надеюсь, здесь из присутствующих гуляли по этому саду, в отличие от меня, и имели возможность насладиться. Тут вот такая короткая поздравительная речь из «Известия». Да здравствует победа чувашского трудового народа на фронте просвещения. Да здравствует очаг культуры, первый Чувашский государственный театр. Вот слово «первый», как бы, оно под каждое там второе действие и открытие тех времен, потому что как бы, ну вот, все практически было впервые. Это вот, опять же, интерьер театра, то есть мы были на сцене, теперь как бы со сцены смотрим. Он такой довольно маленький, камерный. Видно, что тут отмечалось трехлетие Чувашского театра, который был еще в Казани в 18 году организован Максимом Кошкинским. Тут поэтому написано 1821, какие-то там люди. Ну и, соответственно, написано на чувашском языке «Да здравствует Чувашский государственный театр». Это картинка, иллюстрация из книжки, не фотография. Здесь тоже некие люди. Фотография интересна тем, что мы с моим коллегой Андреем Зарубиным утверждаем, что русский драматический театр города Чебоксары открылся не 12 февраля 22 года, как утверждает сам театр и вообще все, а сильно раньше. И то, что в 21 году он был точно. Потому что мы, вот, допустим, видим надпись на русском языке «Коварство, любовь», и там все прочие. И вообще Андрей Николаевич тут половину людей может назвать, кто есть кто. И были там и актеры, и режиссеры, и все прочее. Но почему-то вот как бы до сих пор у нас считается, что театр организован 12 февраля 22 года. Хотя уже в 21 году он точно функционировал, а то и раньше. Так. Теперь подходим мы как бы, ну, собственно, к одному из главных праздников революции. Это 1 мая, День интернационала. И на 1 мая 2021 года при участии Государственного театра было сделано какое-то небывалое театральное действие для жителей города. Самое как бы обидное, что для 1 мая у меня нет фотографий, но зато есть чудное описание из газет. А для последующего празднования годовщины автономии есть фотографии, но совершенно нет описания. Просто некий пробел в газетах. Там вот этих номеров не сохранилось. Я надеюсь когда-нибудь их найти, и тогда мы узнаем, что там было. Ну тут вот доподлинно известно, что было. То есть прежде всего открыли памятник Степану Разину, как символ борьбы, видать, с царизмом, что-то почему-то именно на Степана Разина пал выбор. То есть это вот такое интересное сооружение, такой трехгранный клинок. Он был сколочен из досок. Видимо, он был покрашен в красный цвет. И вот тут шестиугольник, где, собственно, был барельеф Степана Разина.
здесь вот, собственно, так вот, чтобы никто не ошибся, и написали, что по-чувашски, что, дескать, все про Степана Разина 1 мая открыли. И вот самое приятное, что тут вот перед памятником лежит козел для масштаба, чтобы понять, что памятник был на самом деле не маленький. То есть человек, наверное, где-то вот потех только был, то есть по пьедестал. То есть это такая довольно большая конструкция была. Фотографий памятника крайне мало, то есть это вот тоже некие разрозненные снимки, это явно сильно позже. Его несколько раз переделывали, но дожил он примерно до начала войны он точно дожил. То есть надо сказать, что он всегда был примерно на одном и том же месте, но фотографии практически не сохранилось. Это тоже интересно, почему его не фотографировали. Хотя это была такая достопримечательность, там, я не знаю, там все демонстрации шли туда. Рядом с памятником, вот тут вот они видны, оградки, располагались боровские могилы, собственно говоря, как тут правильно написано, нет, тут только про памятник, что это борцов за советскую власть, которые в разное время, в разных местах убили, там 5 человек, это, собственно, памятник есть и сейчас. Вот он тогда примерно так выглядел, фотография вот такая, какая есть. Ничего лучше, к сожалению, я пока найти не могу, хотя ищу прям рою. Значит, как открывали? Открывали не так просто, что вот вам памятник, давайте расходитесь. Нет, то есть, во-первых, открыли памятник. Это все, конечно, проходило там днем. Были всякие парады, то есть демонстрации, все хорошо. Вечером, часов в 9, потому что все-таки это 1 мая, не так сразу темнеет. С Волги поплыли челны с огнями, и все, вот, собственно говоря, находящиеся и на берегу, и на челнах, начали петь песню из острова Настрежинска, как я понимаю, про Стеньку Разина. То есть это, видать, было неизгладимое впечатление для жителей, потому что, ну, как бы такой большой крик. То есть это было срепетировано, это было придумано, это было действительно настоящее театральное действие. Отвечал за него никто иной, как Максимов Кошкинский. То есть это вот было очень серьезно, профессионально сделано. Они приплыли, соответственно, и строили сценку борьбы с царизмом, условно говоря, с царскими войсками, но только с тем отличием, что наши победили. И царизм победили, и, соответственно, вот все потом торжественно вплыли, факельное шествие зашло на берег, и еще раз торжественно все пели. Вообще, надо сказать, что раньше праздники вот не стеснялись отмечать аж там до полуночи. Это было как-то нормально. Сейчас у нас, не знаю, 9 уже все расходимся, домой надо, дети, ужин. А тогда прям вот как-то серьезно подходили к таким мероприятиям. И надо сказать, что ночная жизнь в Чебоксарах в 20-х годах и последующих была очень даже активной. Это нам кажется, что, не знаю, 8 вечера темно и все сразу спать ложатся. Нет, там все питейные заведения работали до 12, а то и круглосуточно. Это прям есть подтверждение, документальное свидетельство. То есть жизнь была такая вот, то есть как бы народ. И, допустим, что самое интересное, театр начинался в 9 вечера мог начаться, а не как сейчас в 6:30, и то все говорят, ой, а что так поздно, давайте-ка в 6 начинать, потому что на троллейбусе не успеваем домой доезжать. Тогда ни троллейбус, ничего, но все успевали. Город, конечно, был меньше, ну, второй вопрос. Итак, дальше. Вот тот, собственно, красивый домик, который хотел сказать, это газетный зал Чувашского роста. Вообще-то он, конечно, был сооружен давно, это не сделано в 2020 году, это дореволюционное сооружение. Видать, это был чей-то такой чайный домик, что ты сидишь на берегу Волги и смотришь по всей красе, как там что происходит. Вот на этой фотографии, она более поздняя, 1932 года, собственно, домик вот виден. Тут вот видно, собственно говоря, вот он, этот уже дом крестьянина, здесь разные церкви наши. Вот. Я так подозреваю, что вот это вот столб – это и есть памятник Разину. Ну, подтверждения тому нет. Я конечно, говорю, ничего другого там быть не может, но пока это гипотеза. Надо сказать, что его открыли тоже 1 мая. Это была такая, я бы сказал, библиотека периодики. То есть ты приходил туда, газетный зал, там выписывалось аж до 30 наименований разной периодической литературы, и там все что угодно мог ты вот посидеть, почитать и так далее. То есть надо сказать, что уровень как бы для уездного города очень даже солидный. То есть он, ну, более того, он очень красивый еще был, там дать просто было хорошо. К сожалению, не знаю, до каких времен он дожил, этот чудный домик.
Я бы вообще, если что-то восстанавливать в Чебоксарах, его бы там во второй урочек предложил. В первую очередь я покажу дальше, чтобы я предложил восстановить. Нет, он деревянный, явно видно, что он весь такой с петушками и прочими. Это какое-то такое русское барокко. Не, он не дожил даже до войны. Не знаю, что с ним случилось. Может, сгорел вообще, может, еще что-то. Я что-то пока не нашел о его судьбе ничего. Татьяна Николаевна, может, что-нибудь скажет, нет? Вот, нет сведений про него ничего. У нас почему-то очень часто есть подробные сведения, как что-то открыли, и совершенно нет сведений, как закрыли. Потому что открыть, конечно, гораздо приятнее, чем закрыть. Может быть. Итак, 6 июля 2021 года. На самом деле годовщину Чувашской автономии отмечали не 24 июня раньше, а с момента того, как, собственно, Ильмень приехал и началась работа ревкома 6 июля. Это еще совпадало с каким-то там народным праздником, и это было очень удобно. Одним словом, 6 июля 2021 года празднование первой годовщины. Это такая знаковая фотография, что 5 последующих лет примерно на этом месте будет происходить примерно то же самое. То есть мы видим часть Красной площади, это бывшая базарная площадь. На заднем плане мы видим купола еще живой и работающей Рождественской церкви. Собственно, и там древняя зимняя часть и вот такая немножко ажурная такая. Это более современная постройка. Это самая молодая церковь в Чебоксаре, 1907 года постройки. Она, к сожалению, до нашего времени не дожила. Мы видим вот эту вот конструкцию, некие такие трибуны. Я специально сделал, кстати, для этой презентации такую вещь. Я вот некие точки интереса выделил. То есть там качество фотографии настолько хорошее, что позволяет увеличивать практически до беспредела. Вот здесь вот видно, что происходит, то есть есть некий какой-то плакат, что-то там написано про Чувашскую область, какие-то люди в шляпах или не в шляпах. К сожалению, человек, который говорит, он, видать, в каком-то повороте его не видно, смазал лицо. Может быть, опять же, но это точно не Ильмень, потому что Ильмень уже не был в Чувашии, он был в такой легкой ссылке, кто знает историю, его отправили там далеко, чуть не в Барнаул, в Алтай, на Алтай куда-то. Он вернется на следующий год. Здесь происходит какое-то вот такое активное действие. Видно, что дети лезут на трибуны, их никто особо не прогоняет. Здесь очень интересно, что видно такой красивый, сложный, с каким-то там, с фигурой транспарант. Все одеты красиво, все мужчины в главных уборах, как и было тогда положено, начиная там, не знаю, от 6 лет и до бесконечности. И я вот, интересно, выхватил еще кадр. Женщина, она вот увидела, что фотографирует, и развернулась. Вот видно, что она держит какого-то ребенка в какой-то очень интересной шапочке. И вот такая молодая женщина смотрит на нас. Это 6 июля 2021 года, почти 100 лет назад. Так. Также, собственно говоря, в ноябре 2020 года было принято решение о создании электростанции. И вообще, надо сказать, что вот тема электростанции и вообще исполнение плана ГЛРО, вот тут он есть, который 2020 года тоже, это какая-то судьбоносная тоже такая вещь для Чебоксар. То есть все мы знаем, что ГЭС изменил облик Чебоксар практически до неузнаваемости. И вообще вот тема электростанции, она муссировалась и вообще и обсуждалась аж вот, собственно, 2020 года. Тут вот есть краткая такая вырезка, где говорится, что а давайте построим, у нас же за Волгой огромное количество торфа, давайте прямо там построим электростанцию, которую будем сжечь торф, соответственно, кормить электричеством город, республику, и все будет хорошо. Потому что у нас с вами такие проекты были и в Нижегородской, и это все серьезно обсуждалось. Но для нужд города была поставлена такая некая коммунальная небольшая электростанция, она была открыта в сентябре 2021 года. Это здание, я думаю, все его знают. Кстати, на дом 11. Сейчас там располагается 11 корпусов художественного училища, гончары, художники, по-моему, то есть все там. Вот. Оно такое Г-образное, и это фотография изнутри. Фотография довольно старая, 900 года, но она интересна тем, что видна
высокая колокольня Никольской церкви. Тут она стояла где-то вот тут, вот, прямо практически на дороге. Так. Голод – это тема, которую невозможно пройти мимо, когда говоришь о 20-25-х годах. Надо сказать, что в Чебоксарах голода как такового не было. Была, конечно, нужда, то есть не хватало там по питанию и все прочее, но вот так, чтобы умирали, и так, чтобы это было как-то вот совсем массовый пак, такого не было. То есть голод был скорее в деревнях чувашских. Ну, тут даже вот из цифр, из 831 тысячи человек питается суррогатом 584, то есть подавляющее большинство. И тут вот уже написано, что на 1 декабря умерших от голода 6 тысяч человек. Цифра, конечно, такая, видно, что немного с потолка взятая, но масштабы были удручающие. И надо сказать, что это было такое первое серьезное испытание для республики молодой, для области, простите, и для руководителей в целом. С голодом не удалось справиться в 2021 году. Потребовалась даже не то, что помощь Москвы, а помощь Запада и бывшие интервенты, в частности, Америка, организация ARA, American Relief Administration, собственно говоря, ринулись помогать бывшему врагу, как по-другому можно сказать. То есть, и вот были специальные плакаты, я специально нашел американские плакаты, которые призывают, собственно, голодающим России покупать такие сертификаты 10-центовые. Там каким-то образом они собирали деньги и переправляли продовольствие. И это существенная помощь. Это не просто вот некий такой пиар-акт. Нет, это такая серьезная была помощь. И надо сказать, что много людей, детей, прежде всего, было спасено благодаря, в том числе, этой организации. Так, мотаю слишком. Так, вот это вот интересный документ, он найден тоже что-то сравнительно недавно для меня, конечно. Это подпись Джеймса О'Грэди, это такой британский профсоюзный лидер. Вот он, заметка, сказано, что 8 декабря он приехал в Чебоксары, и, собственно, он написал приветствие. Приветствие от рабочих Англии к их братьям и сестрам Чувашии. Пусть ваших бед и испытаний будет меньше, а надежд больше и плодотворней. Безмерно ваш Джеймс О'Грэди. Вот. Немного пока оставим в стороне голод. То есть жизнь в городе шла своим чередом. Надо сказать, что театры работали. Очень много они, правда, собирали фонд голодающих. Но жизнь в городе не останавливалась. Она как шла, так шла. То есть открывались новые учреждения. В частности, вот эта фотография, она цена мне, прежде всего, то, что она единственная фотография из личного архива. Мой дед по материнской линии, Дмитриев Александр Алексеевич, учился в рабфаке, закончил его. И эта вот фотография каким-то образом она оказалась у нас в архиве. Поэтому, можно сказать, тут вот, собственно, написано, что это Чувашский рабочий факультет. Что такое Чувашский рабфак? Рабфак – это некое заведение, которое готовит тебя для поступления в высшее учебное заведение. Некое звено между школой и, условно говоря, институтом, университетом. То есть это такие некие там ускоренные подготовительные курсы, чтобы ты смог поступить дальше и учиться уже в серьезных учебных заведениях. Рабфаки просуществовали сравнительно недолго, где-то до начала, где-то до конца 30-х они были, потому что уровень образования поднялся настолько, что они просто не потребовались. То есть можно было сразу уже, выпустившись из школы средней, смело поступать в высшее учебное заведение. Это здание, конечно, вы все, точнее комплекс зданий, тут аж 3 здания, то есть начиная от самого старого, это вот самый ближний к нам, левый, потом, соответственно, то, что сейчас называется домом свадьбы, и между ними некий перешейк. То есть это такие 3 отдельных здания, они в разные времена были построены. Сейчас там находится какой-то бар, Декольте, по-моему, называется. Вот. Это композитор Воробьев. Композитор Воробьев. А вот тут вот, получается, начинается Арбат. Точно. Это здание бывшего духовного училища. Из него здесь. Духовное училище, ну, технически тут, да. Рабфак был, как бы, там тоже что-то находился в рабфак. То ли там были какие-то, не знаю, общежития, еще что-то. Не берусь утверждать.
22 год. Население Чебоксар уменьшилось до 5119 жителей. Надо сказать, что вот не все они взяли да умерли. Скорее всего, часть людей просто уехали в поисках лучшей судьбы, уезжали в сторону, не знаю, Сибири и прочее, потом возвращались, кстати. То есть к 23 году вот это все волнение туда и обратно, население практически было завершено. И надо сказать, что в 23 году уже никто не вспоминал про ужасы голода 21 и 22. Это вот, опять же, для погружения в эпоху некий карманный календарь. Тут опять же видно, что первый день воскресенья. Нам настолько это непривычно видеть, а на самом деле так это и было. Некий карманный, видите, там одновременно существуют и звезды, серпы, и там какие-нибудь отмечания Пасхи. Все это как-то так уживалось. Учреждается газета «Чувашский край» взамен известия Ревкома. Это такая была, ну, по сути, это первая общая чувашская газета на русском языке. Я бы так ее назвал. У нее такое было говорящее название «Чувашский край». Там интересно в том, что, видите, цена отдельного номера 25 тысяч. Там на самом деле была страшная гиперинфляция в те времена, и было там аж 3 выпуска денег. У меня была мысль включить в презентацию, показать эти деньги, но я потом подумал, что я слишком уйду, и как бы не стал этого делать, не надо пока. Пока про Чебоксары. Вот. Очень интересная газета в том плане, что она какая-то, ее писали такие прям хороший журналист, что называется. Там можно почитать и фельетоны, можно почитать какую-то критику театральную, и там все что угодно есть. Там совершенно чудные есть рубрики с рекламой, или там вечно надпись, что потерялась лошадь, или прибилась лошадь, потерялась свинья, прибилась свинья, не знаю, кто-то оставил валенки и так далее. Это все было там написано, и читать это прям очень интересно. Ну, конечно, тема голода сквозит там постоянно. И опять же сквозит тема самой газеты, что, наверное, больше не выпустимся, наверное, последний номер. Денег нет, поэтому, не знаю, не держите лихо, больше не будет номера. И потом выходит следующий номер. Так она все-таки до октября 23 года и дотянула существование. Она есть у нас тут, надо сказать, и она оцифрована, так что можно ее изучать. Кстати, забыл сказать, потому что в 2020 году, тут уже на какой, 22 же год, в 22-м то же самое. Но то место, где вот мы сейчас находимся, это было чистое поле между деревней Будайки с той стороны и деревней Усадки с той стороны. Там проходил тракт, который вел в Канаш, который тоже была простая дорога, не мощеная никакая. Поэтому мы практически в чистом поле. 100 лет спустя, тут, в тепле, в уюте, в свете, на чудных устройствах смотрим те же газеты, собственно говоря. Очень хорошая фотография 1 мая 22 года, ракурс немного сменили, то есть та же самая вот эта вот конструкция. Мы так с Владимиром Трофимовым подозреваем, что это все-таки царская. Ну, то есть с царских времен эта конструкция была. Ее в торжественных случаях как-то выкатывали, ставили, все украшали, и вот она там верно служила аж до 24 года. Вот тут вот интересно в том, что вот тут очень много военных, и ракурс другой, и мы, соответственно, можем увидеть немножко другой город. Мы можем увидеть вот в самом верху, посередине, это у нас Веденский собор, такая доминанта. К сожалению, вот фотография отрезана именно так, я бы не стал ее так резать, ну, в смысле, это не я так отрезал, она так и есть. Вот Веденский собор тут виден, это, значит, Покровская церковь, которая, к сожалению, глубокому моему и вообще краеведов не сохранилась. На самом деле, эта церковь, она всего лишь на 20 лет моложе Веденского собора. Она 1692, если правильно помню. Вот проще всего объяснить, где это находится. Вот на месте этой церкви, ну там плюс-минус там, 10 метров, располагается самый большой наш фонтан. Это как некий символ, я не знаю. Вот, если вот его видите, там где, это вот, собственно, оно. Мы видим Красную площадь, то есть видно, что тут еще куча торговых рядов. Надо сказать, что новой власти вот эта тема, что в центре административного центра столицы, по сути, находится какой-то базар, очень не нравилось, потому что базар это мало того, что и так черт что происходит, так еще шумно, грязно, и вообще надо с этим как-то заканчивать. И надо сказать то, что там вот в том периоде, о котором мы сегодня разговариваем, оно пока еще будет некой такой базарной площади.
А к концу 20-х, точнее даже 26-го года, значит, его разобьют на 2 парка, о которых мы в следующей части подробно поговорим. Пока, собственно говоря, вот тут еще интересно, потому что мы увидим вот это здание. Вот оно, тут ее практически не видно. Вот то беленькое здание, которое вот дальше видно, это женская гимназия, да. А вот я хотел показать, сейчас там следующая фотография есть. Вот. Это фотография близнец. То есть, по сути, этот фотограф чуть-чуть повернулся. Я такие вещи очень люблю и ценю, когда вот есть так, что ты можешь посмотреть одно и то же событие там с разницей нескольких минут, потому что видно, что происходит. Вот, это, собственно, здание, это бывшее здание дворянского собрания, которое потом войдет в комплекс главного суда или народного суда, как мы его называем. Вот, собственно, тоже видно, что флаги красные развиваются, елочные ветки, которые тогда всегда использовались как украшение, а не как мы используем почему-то в наше время. То есть, надо сказать, елками украшали и зимой, и летом, и прям это был такой основной вид. Конечно, конечно. Вы имеете вот это вот или где-то вот тут? Или вот это? Сложно сказать вот так прям сразу, что там конкретно происходит. Похоже вообще на стоянку, что все приехали, не знаю, на лошадях, оставили их там и пошли. Но я так думаю, что тогда люди понимали, что нельзя так просто позвать народ, я не знаю, и не строить им потом какой-то базарный день. Я думаю, что, может быть, позже и был нормальный базар. В частности, поэтому, может, все в замирании ждут, когда все это закончится и когда наконец-то будем торговать. Не знаю, не берусь утверждать. Ну, скорее всего, как-то так. То есть, ну, видно, что жизнь нашла. То есть, тут видно, что есть такие зеваки, есть те, которые там по разнарядке пришли, в частности, вон куча военных стоят там. То есть, это такой все-таки парад, серьезное действие. 1 мая, серьезный праздник. Вот. В этом же году, 22-го, отмечалось... Еще раз? Это любимый вопрос прошлого раза. Сейчас отмотаю. Тут есть очень странное вот это здание, которое находится в верхнем правом углу. Вот видите, это как башенка. Это здание, которое ни один краевед не знает, что это такое. Если найдется человек, который разгадает, что же это такое, то вот молодец. Разные мысли. У нас есть мысль, что это некая, не знаю, водонапорная или башня, пожарная или башня, которая принадлежала винокуренному заводу. Тут такая у нас единственное такое логическое объяснение. На самом деле, не знаю. Оно пропадает уже где-то там во второй половине 20-х, его нет. А так оно есть, и потом раз и нет. То есть вроде как бы солидное здание, чего его разбирать? Непонятно. Ну да. Ну, надо сказать, что пожарные вышки, они как бы были и в других местах. То есть не было такой суровой необходимости именно там держать. И единственное, раньше, что для того, чтобы именно за заводом следить. Все-таки он там со спиртами работает, наверное, пожароопасность повышенная. Но спиртзавод тогда не работал. Там, ну, не то, чтобы он дальше, он как бы там, в тех краях, что называется, он буквально там близко, да. Там чуть-чуть за холм перелезть, и будет уже... Ну, как сказать, вообще, когда смотришь вот эти старые фотографии 20-х годов, надо понять, что ты смотришь примерно всегда на одно и то же место. А не то, как мы сейчас гуляем по заливу, и нам кажется, о, как у нас тут все широко. Нет, а там все это происходит примерно вот между, не знаю, вот узел, где у нас есть, не знаю, Успенская церковь, и следующее, это вот собственно, это фонтан. Вот примерно там все происходит. Ну, то есть вот не шире. И поэтому любой взгляд там надо как-то каждый раз делать себе отчет, что ты прям вокруг одного и того же крутишься, а не то, что там, не знаю, пошел на кентр туда, кентр сюда. Вот там, собственно, весь город попадал где-то примерно в круг диаметром 2 километра. Ну да, учитывая то, что да, 5000 это не очень много. В Батрево живет 6 тысяч народу, примерно, сейчас. Это вот так как бы справка. Ну, сейчас, правда, уже население растет. Давайте дальше. Так, это я уже говорил. 7 января 22 года отмечали очень как бы широко 5-летие октября. Это было очень такое программное, важное, опять же, пиар.
такой, что мы 5 лет держим, собственно говоря, советскую власть, и все у нас хорошо. Поэтому отмечали от души. Вот тут совершенно чудная графика. Понятно, что, к сожалению, не из Чебоксар родом, но такая, где показывает о том, что вот все, собственно, атрибуты советской власти тут налицо. Красиво, и рассматривать можно прям вообще. 5-летие октября, к счастью, у нас тоже есть фотографии. Вот смотрите, тот же самый ракурс, который показывал тогда. Те же самые, эта вот конструкция, как назвать ее, трибун, наверное. Елки только чуть не полный рост, аж 4 штуки кто поставил на всякий случай. Как они там бедно не кололись, не знаю. И, собственно, вот также много людей, много детей. Вот видите, тут, допустим, детки кругом бегают. Видно, собственно говоря, также живет спокойно Рождественская церковь. Видно, что какая-то жизнь там и дальше идет. Видно, что электричество есть в городе. И вообще видно, что место такое живое, потому что вот столько народу как бы в деревню представить сложно, чтобы вот так раз и собрать в одно место. Все-таки это уже такие некие признаки. То же самое событие найдено в другом совершенно архиве, в другом совершенно месте, но те же люди. Это дом, он известен тем, что вот эти колечки такие, ажурные такие, не знаю, свадебные. Этот дом находился прямо напротив Введенского собора. И, видать, может, кому-то из церковных кому-то и принадлежал раньше. Не знаю, к сожалению, тут здесь он уже дом совдепа, тут написано. Здесь располагался какое-то отделение НКВД. То есть вот милиция располагалась не тут, но что-то вот из наркомата внутренних дел. Поэтому тут видно, что все военные люди. Вот это вот человек, одетый в валенки и в какую-то непонятную тужурку, в непонятной папахе, ильмень. Как он тут оказался, очень интересно. Но это он. Видно, что вот стоят пулеметы, а пулеметная лента заправлена в пулемет, то есть и вот он прям в боевом положении, то есть, не знаю, там люди были адекватные, никто, не знаю, ни на какую кнопку не нажмет. То есть вот тут видно, что, не знаю, там поднимает шашку человек, и вообще все такое бравое, красивое. Опять же, атрибут тех времен Буденовки тут налицо, папахи, фуражки, все хорошо. Видно, что тут какое-то много около военного такого служилого населения. Эта фотография довольно подробно разобрана. Там сзади этой фотографии расписано, кто есть кто, там даже известно, кто из сабли поднимается и так далее. Кому особо интересно, можно изучать дальше. Я крайне мало людей я тут знаю. Там Соснин, по-моему, где тут, те, кого я знаю, где-то он там стоит. Ну и, собственно, ремень. Вот, параллельно. Надо сказать, что вот история же не происходит только в Чебоксарах. Она же как-то везде и сразу. Я бы выделил несколько таких уровней. Вот у нас есть Чебоксары. Вокруг него есть история Чувашского края, Чувашской автономии. Вокруг этого есть история РСФСР. И вокруг этого возникает новое, собственно говоря, образование СССР. А дальше СССР, собственно, весь мир. И надо сказать, что любое действие, то есть не обязательно там, допустим, только то, что у нас в Чувашии происходило, могли и мировые события сильно повлиять на то, что происходило в Чебоксарах. В частности, произошло событие, которое как бы не могло не повлиять. Это образовался Союз, Советская Социалистическая Республика 30 декабря. Тут я расскажу вам свою некую такую широко известную в дизайнерском кругах, такая байка. Наверное, может быть, вы ее не слышали. Это изображение первого герба, который был принят в 23 году. Понятно, что в декабре его еще не было. 6 июля он уже был принят. Собственно, он похож на то, что мы привыкли видеть, за легким исключением. Здесь гораздо меньше этих стежков у ткани, потому что, собственно говоря, и республик объединенных было меньше. Потом подробили там, в частности, вот, как она правильно называлась, Закавказская республика, на Грузию, там, Армению и прочее. Одним словом, такие шли процессы укрепления и, наоборот, размельчения. Но нас интересует в этом вопросе другое. То, что художник, видать, интеллигент и как бы прекрасный на самом деле художник, гравер, видимый, график, он, очень узнаваемый образ, мы с ним жили, собственно говоря. Но вот посмотрите на серп. То есть он изобразил серп, но, видать, он его ни разу не видел в своей жизни. У серпа есть ручка, и утолщение, оно сделано так, чтобы он не вылетел, в смысле, когда ты косишь.
а ручка тут завернута с другой стороны. Надо сказать, что с этой ошибкой она есть везде. То есть она есть и на монетах наших, и на всех вот флагах, гербах, прочее. Ее спохватились, поменяли только в 1937 году. А до этого вот с такой неправильной ручкой людей, которые там, не знаю, страна, где 85% крестьянское население, с таким кривым серпом, по-другому это не назову, мы жили совершенно спокойно. Вот в следующий раз можете ради интереса посмотреть. Если где-то есть обратный, то вот в Википедии там, допустим, есть вот некий обработанный файл, но там он повернут, что как бы не соответствует историческим действительности. То есть надо рисовать так, как оно было. А было оно вот так. То есть это совершенно официальный документ. Тут вот видно, что я просто, почему это переделал, это некое объемное изображение герба. Здесь вот СССР писали, как бы так интересно, что буква С и Р, они образовывали серп и молот. Такой модный леттеринг, как бы сказали современные дизайнеры. Очень. На самом деле, советская символика очень хороша. И на нас в тот момент смотрел весь мир. Мы в графическом, визуальном плане были впереди планет всей. И до сих пор во всех вузах изучают русский авангард и русский, вот, собственно говоря, конструктивизм. То есть надо сказать, что это такой совершенный образец геральдики, хотя он полностью отрицает геральдику как таковой. Так, далее в программе. Что-то не то мотаю. Я же не так повернул. У меня тут тоже ручка серпа. Вступает 23 год. Население Чебоксара выросло до 7169 жителей. То есть она как бы не критична, но растет. И, это вот, опять же, для антуража, вот опять эти религиозные праздники, они так прям честно называются. Праздники нормальные и праздники некие религиозные, даже иудейские написаны и так далее. Вот. Все начинается с воскресенья. Так, для примера, потому что карта именно 23 года, собственно, вот карта автономной Чувашской области. Из интересного, что на самом деле Сидельниково и вообще часть Кокшаги принадлежали нам тогда, потому что это была часть Чебоксарского уезда. Но зато нам, собственно, видно, что тут у нас нет аватаря. И там были вот долгие прения с Татарстаном, какие земли Ельчского района, в частности, передать кому и как. Вот. Вот видно, что Чебоксары, тут вот куча известных, собственно, названий для нас, там Банная, Соляная, Кнутиха, Будайка, все отдельно. Вот видно, на каком большом расстоянии на самом деле находилось то, что мы привыкли видеть. Чебоксары сейчас, они вот так вот располагаются. То есть вот почти весь этот круг и есть Чебоксары. Учитывая то, что мы есть и Гвадеиха, это Сосновка, тоже Чебоксары, ну и так далее. Она находилась, на самом деле, довольно далеко от Волги, Гвадеиха. В 1923 году учреждается архивное бюро. И первое здание архива – это известное здание нашего города. Знайте его, пожалуйста. Это Михайло-Архангельская церковь. Уже лишенная стаканов и, собственно говоря, куполов. Надо сказать, что это не такой прям вот акт варварства и модализма, как он нам кажется. На самом деле это здание было под вопросом еще в конец 19 и начало 20 века. Оно было практически заброшено. Все говорили о том, что оно в ужасном состоянии, все пошло трещинами, все осыпается, и давайте что-нибудь с ним делать уже. Просто церквей в Чебоксаре было настолько много, что как бы столько не требовалось. Не было столько людей, чтобы приходы организовывать. Поэтому это здание, оно как ни шатка, ни валка в условиях доживало. Его все-таки в начале века починили, но, видать, как-то тоже оно даже после этого не особо кому понадобилось. И вот первое здание, собственно, которое вот, где что-то в церковном здании поселилось, это как раз вот архив вот Михайло-Архангельской церкви. Сейчас, надо сказать, оно скорено, стаканы отстроены, пола сделаны. Но, к сожалению, я там никогда не был. Там какой ситуация вообще? Можно зайти? Нельзя туда зайти. Вот так просто. Для епархии. А вот я как простой горожанин могу туда зайти и постучаться? Можно, да? Надо смелее просто быть, я понял. Вот, напротив видна Никольская церковь. Вот, собственно говоря, это улица Бондарева, которая сейчас. Тогда она, собственно, называлась еще пока, по-моему, Аптечной. А тут вот улица Константина Иванова. Тут ее незаметно, потому что она сами такая довольно узкая, но только она проходит.
Тогда она называлась, ее уже там в 18 году все улицы переименовали в массовом порядке, тогда называлась она Большой Советской. Вот. Примечательно, что еще? Вот. Хотел сказать вот про советы и церкви. Такой вот больной вопрос для чебоксарской истории, так это вообще, не знаю, чуть не основной вопрос всего 20 века, отношения, не знаю, советов и церквей. У меня есть такое утверждение, что у церкви могло быть 3 варианта развития событий в советское время. Первый и самый благополучный для нее, если бы ее сразу придали бы какой-нибудь охранный статус, превратили ее в музей. Ну, как в Суздале. У нас, собственно, ни одна церковь не была в таком статусе. Введенский собор сразу как-то не трогали, поскольку все понимали, что это самый древний, и что-то он был на отшибе, и от него вроде тоже не сильно много толку. Второй, значит, вариант – это как-то переделать для нужд новой Советской Республики. Ну, то есть здания крепкие, хорошие, почему бы нет. Единственное, что церкви, они они мало во что переделываются. Это просто некое огороженное здание, то есть просто одна большая комната, что там делать. То есть очень часто церкви используют просто как склады, например. Значит, их лишали неких религиозных там таких явных символов, то есть убирали кресты, иногда купола. Здесь зачем-то сняли вместе со стаканом. На самом деле это довольно сложное такое инженерное мероприятие. Но почему-то это было сделано. Непонятно. Почему? Ну вот что имеем, то имеем. И вот видно, что там трубу поставили. На самом деле это была зимняя церковь, она не отапливалась. И сделали трубу отопления и зажили по-новому. Вот. А третий вариант – это снести и поставить что-то новое. Собственно говоря, историю всех чебоксарских церквей можно проверить по этим 3 вариантам. Никольская церковь, к сожалению, пойдет по 3 варианту. Она мешала будущему дому, Цыковский дом, то, что мы называем. Так, в 23 году учреждается, собственно, пионерская организация в Чувашии. Очень красивая картина, как пионер бодро марширует. Она, кстати, практически современница 25-го года картина. Видно, что вот идут чувашские женщины и чувашские пионеры. По-моему, все девочки. Какая-то такая интересная картинка. На заднем фоне легко узнаваемая надвратная церковь Федора Стратилата, который, кстати, тоже сразу придумали. Видите, что там нет уже крестов. И на самом деле ее под разные, она кем только не была. Там был и некий какой-то, сейчас я уже даже забыл, что связано с речным клубом. Потом там просто жили. То есть это было, по большому счету, живое здание. Может быть, кто-то может рассказать, что я жил в церкви Федора Стратилата, потому что там были прям квартиры сделаны из этого всего. Но благодаря тому, что нашли ему хозяйственное применение, оно дожило до наших времен. И в итоге входит в ансамбль Троицкого монастыря. Есть фотография. Тоже видно, что у них характерные атрибуты пионерии. Гор, барабан, красные галстуки. Еще одну перепись привели. Теперь уже всероссийскую городскую перепись. То есть хотело новое советское государство понять, сколько же у нас городского населения. Наверное, уже тогда задумались об индустриализации и вообще о том понять, сколько у нас горожан-то. Это вот некий пример семейная карточка, и была личная карточка еще какая-то. То есть можно было написать, что я, глава семьи, как тут написано, какой-то Перетренко, не знаю, тут не очень понятно. И, собственно, все. Там даже не спрашивалось, сколько тебе детей, жена ли есть, не жена ли есть. Просто как некое хозяйство фиксировали, что такой квартире живет семья уважаемого товарища Перетренко. И все. Чебоксары, конечно же, тоже вместе со всеми остальными городами в этом участвовал. Наступает 24 год. Население неуклонно растет, 7202 жителей. Собственно, снова календарик. Это один из любимых артефактов, который хранится в Национальной библиотеке. Владея редкой и ценной книги. Чувашский календарь 24 года. Очень мне он нравится. Там, потому что крайне много полезности мы оттуда извлекли. Так, дальше. Учреждается журнал «Сундал». Собственно говоря, в этом доме, который он сохранился, находилась куча редакций, куча чувашских редакций.
Там прежде всего находилась, конечно, редакция газеты «Канаш», когда приехал туда в 21 году из Казани. В 21 году оно приехало. Первый номер уже чебоксарского «Канаша» вышел где-то 20 какого-то сентября 21 года. Вот. И с тех пор оно там находилось. И также начали выпускать, собственно говоря, это вот первый журнал. Вот такой был широкого профиля. Если позже он стал таким литературным журналом с Ундавом Наковальным, то тогда он был таким вообще с политическим, я не знаю, там все можно было найти. Поэтому он в тех годах, вот, там по середине 30-х, очень полезный и ценный источник. Там куча фотографий, куча объяснений, что вообще было, что происходило, там реакция на те или иные события. Поэтому я вот его тут с гордостью и показываю. Здание сохранилось, к счастью, вот оно есть. Оно расположено на улице Сеспеля. И, возможно, еще раз, когда пройдете по улице Сеспеля от Веденского собора, оно там прямо рядом будет. Я, к сожалению, не знаю. Там как... Да? Вот. Что-то я лучше знаю, что было в 2024 году, там, чем сейчас. Баня. Вот это отдельная тема. Надо сказать, что коммунальной или такой городской бани в Чебоксарах до этого не существовало. То есть все, это как бы не требовалось, у всех были некие свои такие частные решения, что называется, все ходили, наверное, свои собственные бани и так далее. Но поскольку население неуклонно росло, и на самом деле не было такой возможности, все жили в маленьких квартирах, прочих, там, кто как мог, нужно было как-то решать такой насущный вопрос, сделать баню. Решили, конечно, самым кривым способом, каким только возможно. Для этого выбрали дом воеводы, он же называется дом магистрата. Это памятник еще петровских времен. Вот по легенде, там, собственно, и Петр там был. Ну и сказали, вот есть неплохое здание, крепкое, давай. Здесь сделали, там, вон, прорубили. Печь, наверное, какую-то особо большую поставили, сделали баню. Вот видно, что мужичок сидит. Только что помылся, хорошо ему, наверное. Вот тут вот картина, она сильно позже, ну просто видно, что вот цвет, собственно говоря, и как вот он, этот дом никогда хорошо не выглядел, такое ощущение, он всегда такой пошарпанный был и так далее. Видать, так впечатление. Вот сзади находился дом, стоял вот двор Антонова, тогда в то время он назывался гостиница «Заря», ну как-то, чтобы быть созвучным происходящим. Но на самом деле владел ее все тот же Антонов. Это вообще времена НЭПа, как бы. Ну, в 21 году начался и продолжался. То есть на самом деле там вот эта вот как бы сама жизнь очень быстро восстановилась. То есть вот голод, все прочее, это как бы, не знаю, за 2-3 года и все, и город снова живет. У него там происходит, не знаю, кругом пивные, кругом там, не знаю, базары, народ ходит в баню, приезжают люди какие-то, останавливаются в гостиницах, там постоянно какие-то съезды, постоянно какие-то демонстрации. Ну, в общем, очень бодро зажил. Вот. Но на самом деле потребность была большая в гостиницах. И, конечно, один постоялый двор Антонова, и еще был, собственно говоря, первый дом крестьянина, который вообще находился примерно где улица Ярославская. Они не могли покрыть потребности в том, чтобы какие-то крупные делегации, допустим, когда приезжали все-таки в столицу, кто-то нет-нет да приезжал, поэтому задумались, надо сказать заранее, что надо бы нам выстроить что-то большое. И, собственно говоря, Ильмень же об этом и говорил. Дом крестьянина – это прежде всего гостиница. Ну, то есть, прежде всего, это некий способ, ну, как сказать, помещение, куда ты приезжаешь, останавливаешься, чтобы и живешь дальше. Так, я просто несколькими фотографиями хочу показать печальную судьбу этого дома. Это вот 30-х годов фотография. Здесь он еще куда себе ничего, то есть такой вполне живенький. Но вот эта постоянная эксплуатация, влажность повышенная, все прочее, сделали, конечно, необратимый процесс. Но тут он тоже еще с другого ракурса снят. Вот этот дом Антонова, это, собственно говоря, фотография более поздняя, поэтому не обращайте внимания. Успенская церковь в 24 году выглядела прекрасно, не так, как тут. Вот есть какая-то картиночка по-моему, из Чувашского календаря. И тут показано, что была какая-то еще... Мезонин какой-то был еще на здании. Я не видел ни одной фотографии с мезонином. Это дом магистрата. То есть я так думаю, что люди не это, с натуры рисовали, не по памяти. Ну, тут вот чудная реклама, первоклассные бани, все удобства. Есть отдельные номера общие и первого и второго класса. Совершенно не знаю, к сожалению, чем отличается первого и второго класса.
Ну вот. Это, это Успенская, да. Это Успенская. А- Нет, баня она была рядом. Вот Успенская, сейчас я покажу. Успенская, вот она. Там был целый архитектурный комплекс. Там прям были часовенки и все прочее. Там как бы было. Да, я покажу ее, собственно говоря, в последние годы ее вот так вот в полноценной жизни. В следующей части это будет подробно. Здесь что-то она пока у меня не вне зоны. Она спокойно живет, она также Успенская церковь, там проходят все службы, я не знаю, там любая Пасха, Рождество, там, в принципе, вот так, чтобы сразу закрыли церковь, такого не было. По инерции все это еще продолжалось. И довольно долго. Так. Итак, значит, а вот это уже фотография конец 30-х годов, и видно, что часть стены просто посыпалась. И это все пришло в полное такое. Надо сказать, что это решение было временным, и в 1936 году у нас открыли ту первую баню, которая и сейчас есть. Правда, ее сейчас до невозможности ее переделывали. Она на улице Ярославская находится. Вот. Она до 1936 года исправно работала до того, что вот практически посыпалось. Надо сказать, что это здание сломали еще до того, как сломали остальные под залив. То есть оно было настолько в плохом состоянии, что его использовать как-то же было невозможно. То есть вот именно баней добило здание петровских времен окончательно. Вот тут мы видим во всей красе, собственно, дом гостиницы «Заря». Тут вот написана прекрасная реклама. Полная электрификация, имеется кладовые и конюшни с постоянной охраной. Рядом имеется ресторан «Биржа». Кстати, мы его ищем, несколько раз вариантов у нас есть. Центральный государственный Чувашский театр и все госучреждения расположены вблизи меблированных комнат «Заря». Такая вот реклама. Собственно говоря, пришло как бы и печаль в Чувашскую республику, точнее автономную область. Умирает Ленин. И надо сказать, что я такого больше никогда не видел, чтобы газета 3 раза подряд, вот она изо дня в день печатает один и тот же практически некролог. То есть вот «Трудовая газета» тогда она издавалась. Ну, то есть это газета на русском языке, которая издавалась в «АЛЛАТРе», который еще не был нашим, но он был советским. Соответственно, он все-таки писал «нет-нет» про то, что происходит в Чебоксарах. «Трудовая газета» переезжает в Чебоксары уже в конце 1929 года и становится «Красной Чувашей». То есть на базе «Трудовой газеты» родилась как бы «Красная Чуваша», которая впоследствии стала «Советской Чувашей». Но тогда это была такая газета Алатырского уезда, который еще не был нашим. Ну вот там надо видеть, что 3 номера подряд выдается такой с толстенной рамкой про Ленина. Выходит огромное количество разных книг, детских и всех прочих. То есть это вот, не знаю, наверное, всю половину 1924 года так или иначе обсуждалась тема Ильича. Там очень долго обсуждалось, что с ними делать. То есть вот с этим мавзолеем все не сразу пришло. И это постоянно, не знаю, там, в силу передовицы обычно были только лишь одни известия про Ильича. Вот, тут очень интересное издание. Вот видно, как по-чувашски пишет Владимир Ильич Ленин. Собственно, так он написался. Ну, жизнь продолжается, поэтому республика празднует 400-летие. Место то же самое, изменить нельзя пока. Видно, собственно говоря, та же самая конструкция, та же самая церковь. Все, в принципе, то же самое, только меняется чуть-чуть и как-то вообще общий облик такой. Это вот есть подробная программа мероприятия, что там, зачем было, кто что выступал, на каких конях приезжал. Я опять же сделал некое приближение. Здесь вот видно интересно, что вся трибуна усыпана детьми. Прям вот они там от мала до велика сидят, и, видать, у них была какая-то особая радость. Может, их там, не знаю, чем-то сладким подкармливали, я не знаю. Ну вот видно. Дальше видно, что написано «Автономная Чувашская область», источник здоровья всех трудящихся. И дальше что-то еще слово. Тут вот я инверсировал, на самом деле она в другую сторону повернута. Вот тут тоже Ахтамиле, поприще, Сылпулдар. Вот такая девушка снова увидела, что ее фотографируют. Ну вот это самая наша любимая на столбе надпись, она тут прямо видна. Ой, вот, не стоит мужичок. Булочное товарищество «Работник». Эту фотографию мы так вот по-житейски называем булочной.
Ну, то есть там второй фейсбучный, помнишь, помню, вот там был. Вот. В 24 году открывается такая, я считаю, что это главный символ, собственно говоря, этого периода 20-25 года. И вообще главный символ 20-х – это триумфальная арка, она же Красная арка, она же Октябрьские ворота, у нее много названий. Она была открыта торжественно к 7 ноября 24 году. Это фотография чуть более поздняя, это ноябрь 25 года, то есть год спустя. Здесь митинг по случаю смерти Фрунзе происходит. Фотография очень известная, она как бы висит в большом виде в Национальном музее. Тут, собственно, видно, для чего она была сделана. Есть некая такая перемычка, где размещался или народ, который выступал, или хор, который пел, или музыканты. Говорят, что вот в этой будке, которая посередине, вроде как устанавливается репродуктор, но на некоторых картинках я видел, что репродукторы ставили еще по бокам, как уши. Вот. Это такая, не боюсь этого слова, архитектурная доминанта, то есть она стояла в самом центре города. Сейчас, если сказать, где она стояла, она вот, если есть у нас дорога на храм, вот, собственно, дамба, так вот она с правой стороны, первый водосток. Вот это вот примерное место, где стояло сооружение. Она была довольно высокая, где-то около 20 метров в высоту. Такая крупная, нет ни одной фотографии его строительства, чертежа или что-то еще. Говорят, что, возможно, ее проектирует тот же самый архитектор, который делал дом крестьянина позднее. Вот, сзади видны, собственно говоря, Чебоксарские церкви. Вон там видно, это Никольская. Рядом видно, собственно говоря, башенка этой. Параскев Пятницы. Это часть архитектурная Михайло-Архангельской церкви, летняя. Дальше вот с этой стороны видна у нас Вознесенская церковь. Это, собственно говоря, Троицкий собор. И, к сожалению, эта вся арка закрывает собой, тут немножко проглядывается, Успенский собор. Надо сказать, что она прям жила такой активной жизнью, эта арка. То есть там вечно происходили. То есть, во-первых, установили туда радио чуть позже. Соответственно, народ приходил туда послушать новости, что вообще происходило. Народ там встречался, она была вся обклеена всякими объявлениями. То есть это такая будка еще театральная. И вообще она присутствует на огромном количестве фотографиях. Это сильно позже, 80-й год. Демидов Андрей Демидович, художник, но он 13-го года рождения. Возможно, он ее видел, помнит. И вот он нам на картине говорит, что вроде она была зеленой крыши. Я не знаю, тут есть посмотреть, то у него в другую сторону флаг повернут. А вообще все остальное меняется. Ветер перемен. Ветер перемен, да, в 80-м году написано, конечно. Да, мы тоже так подумали. Вот, картина как бы хороша тем, что она вот раскрашивает то. Вот я специально подобрал, вообще очень люблю, надо сказать, что Красные ворота. И это вот первое здание, которое я бы сказал, давайте восстановим. Понятно, что оно деревянное, и надо что-то с ним другое делать как-то, ну хотя бы что-то, чтобы напоминало нам это чудное сооружение. Это какая-то абсолютная такая эклектика, в то же время она очень милая, очень красивая. Вот, дерево с пропиткой опять же стоит. Но, да, она бы хорошо смотрелась на нашей новой Красной площади. Надо сказать, что она служила неким такой аркой, то есть там проезжали машины, и вот тут сейчас едет, забегая вперед, аэросани, о котором появится в конце 29 года, который пойдет еще речь. Ну, одно из утверждений, что оно и мешало вроде как движению транспорта. И арка доживет до июня 30 года. То есть всего ничего, 6 лет. Но все эти 6 лет она очень часто попадается в кадр и очень радует. В 24 году, то есть надо сказать, что вопрос о расширении автономии ставился постоянно. То есть начиная чуть ли не как только голод победили, так сразу поехали в Москву, говорить, что дайте нам еще земли, у нас не хватает людей, у нас не хватает земли, у нас очень мало производств, дайте нам что-нибудь, дайте. Прежде всего мы хотели Алатырь, как крупный
промышленный тогда город, он был в 3 раза крупнее Чебоксар, там было 22, по-моему, тысячи жителей. Вот. Ну, аппетиты были настолько велики, что доходило аж до Самарской губернии, и, собственно говоря, мы также хотели Симбирск, столицей, да. То есть тут надо сказать, что тоже как-то решалась судьба Чебоксар. То есть если бы приняли такое, все, мы потеряли бы столичный статус, который у нас такие не было, мы все-таки были административным центром. И также были бы уездным городком, и который, может быть, вспоминали с нежностью, что а когда-то мы управляли Чувашской автономной областью. Но этого не случилось, собственно говоря. Да. Наступает 25-й год, население растет примерно 8 тысяч жителей, более точно нет у меня, к сожалению. Это вот календарь, это, кстати, чувашский календарь, тоже хранится в библиотеке. Это вот такой красивый календарь со всеми праздниками. Чувашская автономная область преобразуется в Чувашскую автономную Советскую Социалистическую Республику. Эту дату мы, кстати, никак не отмечаем, 21 апреля, а могли бы, потому что, по идее, это также, ну, не так судьбоносно, как открытие Чала, но тоже очень даже вполне себе важно. Я надеюсь, столетие мы его не отмечать 21 апреля. Надо. Вот, если посмотреть на, вот тут на политическое административное деление Союза СССР, то, собственно, вот Чувашская ССР у нас там аккуратно заняла свое законное место. Есть некий союз, есть РСФСР, и есть Чувашская автономия. И впервые Чебоксары приобрел по-честному столичный статус. Он был впервые назван столицей республики. То есть до этого это все-таки был административный или областной центр. Это вот более поздняя, конечно, карта, но тут вот показано, собственно, как увеличилась площадь. То есть мы потеряли как шагу Сидельниково и вот марийские, исконно-марийские селения, приобрели 3 волости Аватарь, Кувакина и Порецкая от Симбирской губернии. И там, наконец-то, более-менее решили вопрос вот с Татарстаном, что же нам принадлежит. Это, собственно, первая советская карта Чебоксар 26-го года. Чуть забегая вперед, показываю, да, ее. Так, это вот карта, которая нарисована для издания, которая есть, было. Вот. Татьяна Николаевна ее рассматривает, да. Специально для этого издания, то есть для этого взялась вот эта карта 26-го года, и я ее наложил на аэрофотоснимок 26-го года, потому что, ну, так было более как бы правильно, чисто по географии, по кривизне. И она получилась вот какие-то такие эти. Самое главное, я сегодня наложил контур нашего залива, и видно, какой это был маленький город, потому что, по большому счету, у нас тут город еще не начинается. Ну, тут вот у нас вот Московский мост, а тут вот у нас уже, не знаю, там, Пирогово и прочее, а тут Владимирская горка. А весь город там. Здесь вообще у нас как бы, скорее так, красивые виды. А тут, наоборот, весь город был именно тут. И тут вот видно, насколько он сильно расширился. Это карта 8-го года тоже для того издания. Это 25-го. Видно, что не так сильно он вырос. То есть местами это видно, что постепенно он расширяется. Но не драматично. Ну, правильно, там был, условно, там 5,5 тысяч жителей, наверное. Здесь 8. Ну, не так, что. Вот. Более подробно, более близко покажу. Интересно в том, что улицы у нас в Чебоксарах до 4 раз переименовывали на протяжении 20 века. То есть это вот некая, то есть если за первый раз считать дореволюционное название, то это первое переименование. Оно случилось в 18-19 году, и до 26 года названия были такие. В 26 году все улицы практически заново переименовали. А потом уже начали переименовывать те, которые по тем или иным политическим соображениям, там улица Троцкого стала Ленинградской, там, улица Каменева стала улица Володарского. Ой, не Володарского, а этого, Ворошилова. Нет, не помню. Не важно. Да, ну, в общем, менялось. Тут там вообще Каменева. Ну, тут что интересно. Давайте немножко я как почитаю, потому что, ну, это... Мне, конечно, совершенно непонятно, зачем они это делали. То есть вот что, как было из соображений того, что... Ну, у нас обычно улицы как-то стараются в урбанистике переименовать для удобства какого-то, для понимания. То есть все
А дореволюционные улицы назывались согласно тому, что там расположено. Была Соборная, была там Архангельская, была там, допустим, я не знаю, там Мясной переулок, там тот же самый Речной переулок, не знаю, там, Свиной переулок. Но все равно есть здесь какой-то смысл. Здесь же понятно, что появились новые герои, новые как бы явления. Но очень странно. Вот смотрите, то есть Большая Советская улица. Зачем-то есть улица Малая Советская. То есть это Константин Иванов и Сеспель. Нет, они была Соборная и Вторая Соборная. Можете потом у нас есть улица 1 Ленина, улица 2 Ленина, Карла Маркса 1, Карла Маркса 2, Троцкого 1, Троцкого 2, Грассиса 1, Грассиса 2, и даже говорят, что была Грассиса 3. Героев мало что было, часов. А где Энгельс тот же самый? Где... Я ж мочу, что у нас вроде как и... Ладно, хоть там Грассиса вспомнили. И его там... Ну, тут Липнет, там Зиновьев у нас, то есть все как полагается. И это все постоянно минус. Когда вот начинаешь читать, и вот надо точно понять, в каком конкретном периоде вообще это дело происходит, потому что название улиц очень сильно сбивает. Когда говорят, на 2 улице Троцкой, там что-то было, где она была, какая 2 улица Троцкой. Ну, у нас, конечно, тоже дореволюционная была, там Нижняя Бусурманская, Верхняя Бусурманская, там те еще, ну, хоть какая-то. А тут вот у нас Каменева или Ленина 2. Потом, самое интересное, у нас Ленина 1 где-то вот тут, а Ленина 2 где-то в другом месте. Они даже никак не соприкасаются. То есть, если Троцкого еще как-то там пересекают друг друга, то, в общем, очень странно. И самое главное, это же серьезное административное действие. Надо сходить, не знаю, везде таблички поменять, все книги написать, всем объяснить, особенно почтальоны какие-нибудь. Сказать, что вот так, а теперь... Ну, не настолько, чтобы там, я не то, что я не думаю, что все друг друга знали. Ну, вот то, что происходило, то и происходило. Поэтому это крайне интересно. Здесь вот обозначены все церкви. Тут интерес в том, что есть отдельный значок для церкви и значок для колокольни. То есть видно, что некоторые колокольни стояли довольно далеко от церкви. И как бы постепенно они там терялись. Вот. Главным зданием, где расположился Центральный исполнительный комитет ЧССР, стало это красивое здание, которое все, конечно же, знают. Здание особняк Федора Ефремова, младшего сына Прокопия Ефремова. Сейчас это отдел русского зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея. Фотография, правда, более поздняя, 1931 года. Еще надо сказать, что советская власть, тут видно, устанавливала какие-то непомерно большие вывески для тех времен. Сейчас, конечно, нам вообще смешно смотреть. То есть мы сейчас имеем вывески, которые там с фасад размером. А раньше, вот, во-первых, они старались сделать на 2 языках. То есть, во-вторых, они были какие-то, видать, очень яркие. То есть, скорее всего, красные там. Они были какие-то огромные. Раньше как-то вот там просто написали, там, не знаю, гостиницы еще. А тут прям подробно рассказано, что это было. И они в очень многих домах было. И говорят, что это шокировало местных там горожан. Они все ходили на эти вывески, смотрели, что тут, да как тут. Там половина еще читать не умели, конечно же. Хотя ликбезом занялись. Про ликбез что-то я не рассказываю. Так, в общем, вот. Закончить свое выступление хочу я тем, что в 25 году открывается у нас сатирический журнал «Капкан», который мне очень нравится, я очень хочу с ним поработать. Это, на самом деле, такое культурное достояние республики, потому что это журнал, который выходил очень долгое время, он выходил с очень раннего времени, с 25-го года. Вот, собственно, первый номер, он выглядел очень просто, потом уже стали как-то более красочно сделаны. Его называли и по заслугам Чуваш-крокодил. Собственно, вот тут иллюстрация с чебоксарами, эта картошка смотрит на карту города. Просто не картошка, да? Ну, почитай, все рассказано, да. Мне тут интересует не картошка, а карта города. Вот видно, что, в принципе, так вот и представлял себе горожанин. То есть есть некие две реки, которые впадают. Соответственно, вот там есть западный косогор, восточный косогор и некое вот междуречье. То есть я скорее из таких соображений поместил эту фотографию. Ну и на этом я хочу закончить свою первую часть. Спасибо. Если есть вопросы, я с удовольствием, конечно, отвечу.
Потому что я рассчитываю даже на вопросы, я бы так сказал. Давай. Конечно.